В республике развернуто 1800 ковидных коек. Занято из них уже 1556. Об этом рассказал Владимир Уйба в очередном выпуске ответов на вопросы жителей. Ежедневно высокий прирост коронавирусных больных может привести к тому, что большая часть больниц будет работать только на ковид. Кроме того, борьба с этим вирусом – это большое финансовое бремя для региона и страны. Жители Коми стали бдительнее относиться к своему здоровью, отметил глава региона, но этого пока недостаточно. Ольга Коняева знает, о чем еще говорил губернатор в своем воскресном интервью. Апрель, май, июнь были месяцы строгих ограничений, потому ниже, чем сейчас, был уровень заболеваемости коронавирусом. Сегодня все открыто, общение тесное, каждый день за 100 случаев ковида. Однако новая самоизоляция – это крах для экономики, и потому профилактика вирусных заболеваний должна стать культурой жизни для каждого. Маска, перчатки, обработка рук, прививка от гриппа. К этому призвал Владимир Уйба. Я слышу сейчас очень часто от молодых людей, от людей среднего возраста, ну и что мы заболеем, перенесем легко и тем самым, в общем, получим иммунитет. Уважаемые жители республики, это все здорово, но только вы, когда заболев и перенося легко, будете общаться со своими родителями, более старшего возраста, чем вы. Вы будете общаться со своими совсем старшими поколениями, бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек. А они в зоне риска. Кто у нас сегодня, к сожалению, самое тяжело переносящее заболевание, именно ковид, и, к сожалению, умирающие? Это люди старшего возраста, имеющие букет хронических заболеваний. Дорогостоящие медицинские препараты, СИЗы, доплаты медикам. На борьбу с коронавирусом государство тратит миллиарды. Это в том числе средства и регионального бюджета. Если прирост больных коронавирусом увеличится еще, придется перепрофилировать пока не задействованные медучреждения. А это значит, остановится работа по лечению других пациентов. И в наших силах это не допустить. Эти средства можно было бы действительно сегодня привлекать на социальные проекты, на тот же народный бюджет, на народную инициативу. Но мы вынуждены их бросать как в топку на борьбу с ковидом. Нужно это тоже помнить и не забывать. Конечно, мы максимально сейчас пытаемся ситуацию держать под контролем. Но сегодня, чтобы вы представляли, мы уже сегодня заполнили 1400 коек. Если вспомните, мы с вами начинали с 410 коек вообще расчетных. Потом мы подняли до 1100. Потом мы подняли до 1300. В республике поэтапно модернизируют систему здравоохранения. В Троицко-Печорском районе на новый стандарт работы перевели взрослую поликлинику, на подходе и детская. В больницу в этом году поставят новый стационарный маммограф, аппараты ИВЛ, УЗИ. По целевому направлению от района учатся 14 студентов-медиков. Уже приехали 6 новых врачей. Но укомплектованность кадрами по-прежнему меньше 50%. Частично решить проблему могла бы выездная бригада узких специалистов, работающая на постоянной основе. Это новые штатные единицы и, скорее всего, врачи из других регионов. Пока вопрос прорабатывается. Это 17 специалистов. Это специалисты, врачи высокой квалификации, которые будут приняты на работу в Центр медицины катастроф как бригада постоянного вот такого консультационного реагирования круглогодичного. То есть они будут ездить круглый год по республике, по всем муниципалитетам и проводить вот такие консультации, жить там по неделе, по две, где-то по месяц, чтобы провести вот обследование всех нуждающихся в тех специальностях, по тем специальностям, которых сегодня нет в районе. Только комплексное развитие территории привлечет специалистов в республику. И в первую очередь это дороги. Ремонтная кампания этого года обширная, на 2,8 миллиарда рублей. Только в Сыктывкаре обновили 22 километра. На Краснозатонском мосту, пока позволяет погода, приводит в порядок пешеходную часть. До конца года должно открыться движение по мосту в Малой Слуде. Здесь водители до сих пор простаивают в пробках. Сейчас подрядчик увеличил и количество специалистов, и график дорожных работ. В следующем году, наступлением теплого периода, мы выведем вот эту полосу, по которой сейчас мы ездим, в ремонт. Но, повторяю, учитывая негативный опыт этого года, мы дополнительно сейчас прорабатываем вопрос еще одной субподрядной организации, чтобы скорость работ была более высокая.
Жители Коми обеспокоены слишком близкой к населенным пунктам вырубкой леса, а это угроза для традиционных промыслов сбора дикоросов. Такие случаи действительно выявили этим летом, отметил Владимир Уйба. Нарушения устранены и впредь не должны повторяться. Я сейчас поставил задачу перед Министерством природных ресурсов нашим, когда идет отвод делянок, категорически запрещаю отвод делянок вокруг населенных пунктов. Потому что это должно быть удаленность не менее 10 километров, не менее, а то и более. Кроме того, в республике на хороший уровень поставлена работа по лесовосстановлению и защите ценного ресурса от пожаров. Для этого в рамках нацпроекта «Экология» закуплена спецтехника и оборудование. В этом году больше, чем 100 единиц. По возможности, отметил руководитель республики, он и сам участвует в акциях по посадке леса. Ольга Коняева, телеканал «Юрган».